Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Ленском районе возбуждено уголовное дело на экс-главу Наслега, который похитил из бюджета крупную сумму. В ходе проверки было выяснено, что, будучи главой села Ярославский, он заключил договор с предпринимателем якобы на ремонт дорог. Последний просто обналичил деньги и передал их обратно главе. Средства потратил на себя. Бывший глава Наслега в период осуществления своих полномочий, используя свое служебное положение, заключил фиктивный договор с одним из индивидуальных предпринимателей на выполнение работ по ремонту поселковых дорог села Ярославский, которые фактически не были произведены. Перечисленные предприниматель денежные средства им обналичены и впоследствии переданы главе муниципалитета, который распорядился ими по собственному усмотрению. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Вынесен приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибло 2 человека. В январе этого года он собрал 4 пассажиров через мобильное приложение InDriver и выехал из села Чурапча в сторону Нижнего Бестяха. Он двигался с превышением скорости в условиях ограниченной видимости и допустил наезд на заднюю часть КАМАЗа, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 2 пассажиров скончались на месте, 2 получили повреждения различной степени тяжести. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, мнения потерпевших и их представителей, смягчающих обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован сторонами. За выходные дни в Якутске произошло 28 ДТП. В 3 авариях есть пострадавшие. Так, одна из аварий с участием мопеда Honda Dio произошла в районе улицы Строда в Мархе. Несовершеннолетний водитель не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с автомобилем Toyota Allion, за рулем которого находился 23-летний водитель. Скутерист получил закрытый перелом большеберцовой кости справа, ссадины и гематомы правой и левой голени. Также в ходе разбирательств выяснилось, что водителю мотоцикла еще не исполнилось 18 лет. Соответственно, водительского удостоверения он не имел. На него завели административный материал. Причины чрезвычайного происшествия на стройплощадке 25-й школы в Якутске выяснит рабочая комиссия с участием специалистов Госархстройнадзора. Напомним, в субботу 5 мая во время бетонирования плиты на стройплощадке произошло обрушение конструкции опалубки. Представитель застройщика сообщает, что в результате происшествия пострадавших нет. Строительство соцобъекта на 350 школьных мест идет по плану. По его словам, строящемуся зданию причинен незначительный ущерб, который не скажется на дальнейших работах и сроках строительства. По факту случившегося создана рабочая комиссия для расследования причин и обстоятельств обрушения с привлечением специалистов и проектировщиков здания. По итогам работы комиссии будут приняты меры к субподрядной организации, производившей строительные работы. Добавим, стройка ведется компанией «Газэнергомонтаж». Объект планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре этого года. В Нерингре в результате падения из многоэтажного дома погиб 2-летний ребенок. Об этом сообщила старший помощник руководителя Управления регионального управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. 6 мая текущего года около 14 часов следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение о падении из окна многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Мира в городе Нерингре, малолетнего ребенка. На место происшествия прибыл следователь Следственного комитета, медицинские работники, а также сотрудники полиции. Установлено, что мальчик находился дома со своими родственниками, однако взобрался на подоконник и оперся на москитную сетку, что и послужило причиной падения из окна. Ребенок скончался на месте в машине скорой помощи. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками на месте происшествия, не дали результатов. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Пользователи WhatsApp пожаловались на вредоносные сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Men's XP. Авторы послания заранее предупреждают получателей о ловушке. Тем не менее, нашлись пользователи, которые в нее попали. Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Затем следует несколько пробелов и надпись «Не нажимай сюда», говорится во вредоносной рассылке.
В социальные сети попало очень странное ДТП в Нерюнгри. Смотрите сами. Якутский гидрометцентр не дает оптимистических прогнозов на пожароопасный сезон 2018 года. По словам замначальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрия Дегтяренко, в этом году в ближайшее время основной снег в лесной зоне должен сойти. Особенность ситуации в том, что в Якутии основная грозовая активность начинается в третьей декаде мая. Максимальное количество дней с грозами в этом месяце около 2-3. Основные пожары в мае практически все являются рукотворными. В свою очередь, руководитель департамента по лесным отношениям Вячеслав Попов отметил, что в сводном плане тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 4000 человек и 1500 единиц техники. В том числе в муниципальных образованиях 3450 человек и 1196 единиц техники. Тем временем неосторожное обращение с огнем уже становится причиной крупных пожаров. Так, в Якутске при пожаре в районе садового товарищества «Птицевод» огнем повреждены 3 частных дома. Огонь распространился на 5 участков. В результате повреждены 3 гаража, 3 дома, забор и автомашина Toyota Probox. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС предупреждают, что выжигание сухой травы является очень опасным. Огонь может мгновенно распространиться и стать неконтролируемым. А на этом у меня все. Берегите себя.